Здравствуйте, дети! Я рада вас видеть и очень хочу начать работу с вами. Начнем наш урок с настроя. Ребята, давайте пожелаем друг другу положительные слова, хорошие слова. Ребята, я вам всем желаю хорошего здоровья и отличного знания. Пожалуйста, вы пожелайте. Мы желаем вам хорошего настроения. Эльвира Мамбековна, мы вам желаем успехов в работе и удачи в уроке. Спасибо, ребята. Так, на домашнее задание, ребята, вы дома должны были поработать над упражнением 6, которое находится на вашей книге на странице 55. Домашнее задание у нас было дифференцированное. Вы должны были составить кластер, и дополнительно за это дается 6 баллов, и дополнительно вы должны были нарисовать и объяснить значение рисунка экологического знака «Берегите природу». За это дается 10 баллов. Давайте начнем. Вода – это для меня жизнь, вода – это парк, вода – это море, вода – это луны, вода – это океан, мировой океан. Вода – это вообще для всех. Вообще для всех. Вообще для всех, для всего, живого и не только. Жизнь для всех, да? Хорошо, давай, садись. Мой кластер обозначает следующее. Для меня вода – это океан, моря, озера, ледники, реки и айсберги. Вода – это гидросфера. Вода бывает соленая и пресная. Следующее задание было экологическим знаком «Берегите воду». Давайте с вами, кто нарисовал следующее задание «Экологические знаки». Давайте, пожалуйста, давайте я послушаю. Когда я рисовала экологический знак «Берегите воду», то пыталась изобразить и рассказать, что вода – это самое главное на Земле. Вода необходима для флоры, для фауны, для обитателей океанов, морей, рек, озер. На своем экологическом знаке я изобразила рисунок, обозначающий запрет стоков грязной воды в чистые водоемы, реки и озера. Такие грязные воды очень сильно вредят экологии, поэтому нельзя загрязнять водоемы. Ребята, я вижу, что вы славно потрудились, поэтому остальные работы давайте мы повесим на макетной доске. Давайте просмотрим с вами видеоролик. Скажите, ребята, каково значение воды на Земле? Значение воды на Земле очень важно, так как без воды не будет жизни. Все и все погибнут. Согласна. Для чего же нужна вода человеку? Ребята, для чего же нужна вода человеку? Саша, пожалуйста. Человеку очень нужна вода для питья, для полива растений, для жизни детей и домашних животных и так далее. Молодец. Ребята, как вы думаете, о чем мы будем сегодня говорить на уроке? Какова тема нашего сегодняшнего урока? Как вы думаете? Давай, Маша. Тема нашего урока – берегите воду. Правильно. Так, идемте дальше. Да, ребята, вы правильно определили тему нашего сегодняшнего урока. Откройте тетради и записывайте сегодняшнее число и тему урока. Какие цели мы себе поставим на уроке? Как понятно? На уроке мы будем разговаривать о бережном отношении к воде, рациональном использовании воды. Будем рассуждать об экологической опасности на Земле. Хорошо. На уроке мы будем рассуждать о проблеме экономики водных ресурсов, а также учиться употреблять предложения с междометиями и словами «да», «нет» в устной и письменной речи. Обратите внимание. Антуан де Сент-Экзюпери сказал: «Вода, у тебя нет вкуса, ни цвета, ни запаха». Ребята, как вы поняли смысл, основную мысль данного высказывания? Основная мысль данного высказывания заключается в необходимости воды для жизни. Молодец. Посмотрим следующий видеоролик.
Ребята, возьмите, пожалуйста, лист бумаги, у вас на столе есть. Сейчас вы будете писать письмо по кругу, будем работать по стратегии письмо по кругу. Один из участников вашей команды должен написать. Ребята, по следующим дистриктам мы будем оценивать ваши работы. Спикеры каждой группы прочитайте получившие письмо всем вслух. Я буду оценивать ваши подготовленные работы по следующим дистриктам. Добрый день, мой друг Арсен. Хочу поговорить о воде ударной рисования. Хорошо. Я оцениваю вашу группу 10-бальной системой. Молодцы, ребята. Здравствуйте, Эльвира Марковна. Вам пишут ученики 8 класса. Известно, что вода – это источник жизни. Она очень необходима для человека. Вашу группу тоже оцениваю 10-бальной оценкой. Ребята, возможно, сегодня следующие слова покажутся для вас трудноусвоиваемыми, поэтому обратите внимание на ручку и давайте повторить. Электроэнергия. 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 Горожане. Халат трудно. Я прошу вас всех выйти сюда и сделать. Давайте я вам сегодня покажу, как в Австралии идет дождь, и попробую вместе с вами изобразить звук дождя. То есть я делаю какие-то движения, и вы по кругу повторяете эти движения, да? А потом, когда круг заканчивается движение, то я делаю другое, следующее движение, да? Поняли, да? Да. В Австралии дождь с чего начинается? С ветра, да? И тут начинает идти последний дождь. Ваши эмоции и грусти, радости, сожаления, печали, общей минутки наших правил. Мне понравилась минутка. Жаль, что у нас так быстро корабль проезжает. Идемте дальше. Ребята, я предлагаю вам побыть немного в роли учителя, о видах междометий по значению. И также защищать. На это я вам даю. Так, оценивать будет эстетичность оформления, четкость, доступность и объяснение нового. Давайте послушаем теперь, ребята. Так, первая группа. Два мужчины надевайте постер и сюда идете. Быстро, быстрее. В русском языке есть два вида междометий по происхождению. Это непроизводные и производные. Производные междометия образуются от слов, относящихся. Междометия по значению различаются в три разряда. Они эмоциональные, побудительные и этикетные. Эмоциональные междометия выражают нормы. Оценивать вашу работу мы будем по приему без звезды и одно пожелание. Выступление второй группы нам понравилось. Одну звезду можно присудить за содержание постера, а вторую звезду за яркое оформление постера. За очень четкие объяснения материала мы присуждаем группу одну звезду, а также еще одну звезду даем за красоту оформления его эстетику. Наше пожелание вам – это творческий успех в учебе. Ребята, посмотрите следующий видеоролик. В нем вы услышите основные правила правописания знаков препинания в предложениях с междометиями. Так, хорошо. Мы посмотрели с вами видеоролик. Теперь по стратегии вопрос-ответ я вам буду задавать вопросы по видеоролику, а вы будете отвечать. Когда междометия в предложении выделяются запятой или запятыми? Предложение начинается с междометия. Если междометие встречается среди них предложения, то в нас лучше стоит восстановительный вызов. Молодец, Настя. Выполнять упражнение. Упражнение второе откройте в книге на странице 50 и пишем. Тетрадь выполняем. Ты мой что новое. До полдня До полдня. грибы. Сколько раз
к доске. Давай читай. Амина, выходи к доске. Ах, это злая старуха осень. Лицо нахмуря, ко мне стучится. Лицо нахмуря, ко мне стучится. Ага. После ах я поставлю запятую. Так как это междометие. Она непроизводная и эмоциональная. Молодец. Я черкну ее одной. Ага, хорошо. Так, Влад, выходи. Читай. А нет, о нет, кого бояться мне? После нет я выставлю запятую, так как после слова нет ставится запятая. И Хорошо, молодец. Да, бедный. Так, читай. Да, верим. После «да» ставится запятая, так как после слова «за» ставится запятая. Правильно. Сейчас у нас рефлексия, магическое слово. У вас есть буквы. Так, я сейчас вам поставлю одну мелодию, да? И вы на этих буквах, поначалу этим буквам, должны прокомментировать свои впечатления от урока по первым буквам слов. Как вам? Так, начинаем. Читай и выкрикивай. Б. Беречь и охранять водных ресурсов задача каждого человека. Е. Есть люди. Р. Решение проблемы по сохранению водных ресурсов. Главный баланс водораздельных организмов. Важнейший ресурс на планете. Смотрите, особая часть речи не одна. Знаем, что урок закончится. Но на уроке мы проделали большую работу. Они бывают по значению побудительней, эмоциональной и этикетной. Но междометие относится не к самостоятельно, но это служебная часть речи. Если предложение начинается с междометия, то после междометия необходимо поставить запятую. Также узнали, что если междометие встречается в середине предложения, то междометие необходимо выделить запятую с обеих сторон. Если встречается частица «о», стоящая перед словом «да» или «нет», Ребята, молодцы, вы сегодня хорошо поработали. Так, оценка у вас будет следующая. Сначала возьмем домашнюю работу. Для домашней работы вы должны взять упражнение 5 на странице 58. Написать эссе небольшое на тему охраны и экономия водных ресурсов дела каждого. Напишите домашнее задание. И по листу оценивания у каждого по набранному баллу я говорю вам ваши оценки. Так, а я за урок средняя оценка у тебя 10 баллов. Это пятерка, да? Софья 10 баллов, пятерка. Айванов 8 баллов, 4. Маржан 6 баллов, тоже 4. Айсар 5 баллов у тебя. Нурбек Амина, у тебя тоже 5 баллов. Так, Павлов Паян, это у тебя 10 баллов. Алафе, у тебя 7 баллов за урок. Назов, у тебя 9 баллов за урок. Дулат, у тебя 6 баллов за урок. И Талгат, у тебя были немножко речевые ошибки, поэтому тоже 6 баллов за урок. Ребята, всем спасибо. До свидания, до следующих уроков. Домашнее задание всем было, да, понятно? Да.